Сегодня вы находитесь в священном разговоре с Божественным, Всемогущим. Да, любимое дитя, твоя интуиция была на высоте, все, что было обещано, сбывается. Верите вы в это или нет, но вы действительно особенный. Наблюдайте за всеми конфликтами вокруг себя, это часть предоставленной гарантии. Тот факт, что вы воспринимаете это как положительное предзнаменование, предполагает, что вы уже просветлены. Не теряй веры, дорогой. Сохраняйте свою веру сильной. Ваше путешествие в сверхъестественное царство вот-вот развернется из источника, который может показаться неожиданным или появиться из ниоткуда. Чтобы оценить это послание, необходима глубокая вера в Бога. Если вы не готовы к тому, что что-то закончится, не волнуйтесь. Бог знает. Он знает, что вам нужно начать все сначала, поэтому уже строит ваше будущее. В своей божественной мудрости Он решил, что ведет вас к лучшему месту или к более полноценному существованию. Если вы доверяете Богу, будьте уверены, что Он слышит ваши молитвы. Вы получаете именно то, о чем просили, но Он делает это по-своему. Его методы могут отличаться от ваших, но будьте уверены, они самые лучшие. В поисках счастья человек часто дистанцируется от тех, кто приносит ему радость, из-за негативного влияния, которое они оказывают. Он советует вам воздерживаться от общения с такими людьми. Если вы молились о мире и потеряли работу, это его способ сказать, что он верит, что ваше будущее будет ярче в другом месте. Вам нужно сделать лучший выбор, если вы умоляли о любви, а вместо этого получили горе. Когда вы будете готовы, просто нажмите кнопку «Да». Вскоре вы будете рассказывать другую историю о том, как чудеса нашли вас. История успеха, наполненная таким количеством вдохновения, что другие найдут мотивацию, увидев, как вы смогли преодолеть невероятные препятствия и одержать победу. Подтвердите это, набрав «Аминь», если вы согласны. Не волнуйтесь, поверьте, что я Бог. Еврейское слово «молчи» на самом деле означает «отпустить», что имеет совершенно другой смысл. Отпустите беспокойство по поводу партнера, финансовые проблемы, неспособность прощать и сожаление о прошлом. Вместо этого найдите покой в осознании того, что я Бог. Вместо того, чтобы переживать из-за вещей, находящихся вне вашего контроля, верьте, что Бог все уладил. Бог намеренно поместил кого-то в вашу судьбу, и если вы останетесь верными, вы встретите этого человека. Это не будет случайная встреча. Бог целенаправленно устроил этого человека в вашу жизнь, и у вас двоих возникнет глубокая, значимая связь. Чтобы признать свои чувства, просто напишите «Я люблю тебя, Господь». Бог открывает вам сегодня, что Он был свидетелем несправедливости, от которой вы пострадали. Он почувствовал вашу боль и отметил спокойствие, с которым вы ее перенесли. Они презирали тебя, стремились уничтожить тебя, и Он все это видел. Но Он защитил тебя от твоих врагов. Он приготовил для вас пир, настало время прорывов, благосклонности и благ. Однажды ты поймешь, что все испытания того стоили, что Бог слишком сильно любит тебя, чтобы позволить тебе остепениться, что Он хотел для тебя большего, чем то, что ты имел в то время. Он слишком заботился о тебе, чтобы сделать тебе посредственный подарок в неподходящее время. Вы поймете, что Он отдал вам все, потому что Он хотел, чтобы вы получили наилучшие впечатления от общения с Ним. Просто введите «Аминь», если у вас есть вера.
Дитя, я услышал твои молитвы. Я выношу вашу истинную сущность на свет. Бог говорит, что давление, которое вы испытываете, не сломит вас. Я использую его, чтобы сформировать тебя. Мир, который вы искали, станет вашим, как только вы снова посвятите свою жизнь мне, и я учу вас, как сделать это новыми и более глубокими способами. Не делай шаг назад, Бог предостерегает тебя сегодня. Враг хотел бы, чтобы вы в это поверили. Ваше будущее превзойдет ваше настоящее. Воспринимайте свое прошлое как репетицию будущего. Это не только ты, я в этом с тобой. Продолжай двигаться вперед, вас ждет светлое будущее. Если вам нужны дополнительные рекомендации, введите здесь «Да». Вскоре вы расскажете новую историю о чудесных обстоятельствах, которые привели вас к успеху. Ваша жизнь – это фильм, и когда его посмотрят другие, они вдохновятся тем, как вы смогли преодолеть невероятные трудности и одержать победу. Чтобы внести ясность, ваша скрытая чувствительность – это не слабость, а сила. Это результат вашего нежного сердца и чистого духа. Хотя в ваши обязанности не входит исцелять каждое разбитое сердце, с которым вы сталкиваетесь, вы обязаны сохранять свою от природы щедрую натуру, занимаясь делом своей жизни. Не тратьте свою энергию на людей, которые заботятся только о себе. Вместо этого окружите себя позитивными людьми, которые действительно вас ценят. Если вы хотите, чтобы вас и дальше считали одним из редких драгоценностей, которые Вселенная благословила развитой интуицией и божественностью, вам нужно продолжать сиять. Внесите небольшие изменения в свой утренний распорядок дня, и вы откроете для себя массу безграничных ресурсов, радости, свободы и уверенности в себе. Если вы верите в Бога, вам обязательно стоит подписаться на наш канал. Многие люди навлекают на себя несчастье, отказываясь от того, что они больше всего ценят в жизни, например, от друзей, семьи и даже любви, в поисках чего-то лучшего. Они не смогли этого осознать, потому что были слишком эгоцентричны. Так что не ваша вина, если они упустили прекрасную возможность. Я благодарен, что они позволили кому-то широко открытыми глазами увидеть то, что они упустили. Вы бы не были так разочарованы, если бы имели хоть какое-то представление о Божьем генеральном плане для вашей жизни и о том, как Он намерен заставить все работать вместе для вашего блага. Возможно, вы столкнулись с неудачей или чувствуете себя подавленным, думая, что ваши лучшие дни позади. Я понимаю, как это тяжело, но если бы вы только знали, что Бог может создать красоту из пепла, вы бы не так унывали. Если бы вы только знали, какие чудесные возможности ждут вас, какие замечательные дружеские отношения ждут вас в ближайшем будущем и насколько ваши последующие дни будут лучше, чем предыдущие. Несмотря на видимость, на самом деле это новое начало, и лучшие годы в вашей жизни еще впереди. Бог собирается сделать что-то настолько грандиозное, что это невозможно будет игнорировать. Он собирается повести вас по вашей судьбе, и это продемонстрирует миру, что Господь на вашей стороне, до такой степени, что не может быть никаких сомнений в том, что Его рука находится на вашей жизни, потому что она настолько необычна. Друзья мои, оставшаяся часть этого месяца будет фантастической. Я пророчествую, что Бог благословит вас как материально, так и духовно. Бог собирается совершить невероятную работу в вашей жизни до конца этого месяца, и Он исцелит и восстановит вашу семью и отношения в это переходное время. Бог говорит, что перемены уже не за горами.
Я открою двери, которые никто не сможет закрыть. Помните, ваш экономический статус, воспитание или уровень образования не имеют ничего общего с вашей дальнейшей судьбой. Существует божественная сила, которая наблюдает за вашим жизненным курсом и обещает поддержать вас во время любых трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Это небесное существо, известное как ваш Отец, управляет вашей судьбой. Он признает множество мыслей, с которыми вы боретесь в данный момент, от беспокойства о своей семье и здоровье до беспокойства о своем финансовом положении и карьерном пути. Может показаться, что вы несете на своих плечах бремя мира, но он уверяет вас, что вы никогда не будете по-настоящему одиноки. Он призывает вас принести ему все свои тревоги через молитву. Он обещает предоставить вам все необходимое для достижения спокойствия и облегчения. Он создаст для вас путь и весь космос в вашем распоряжении. Его заверения должны развеять ваши страхи, поскольку он обещает помочь вам в трудные времена. В моменты отчаяния ситуация может показаться безнадежной. Однако, если вы обратитесь к божественному вмешательству через молитву, вы получите помощь, необходимую для его преодоления. Вместо того, чтобы поспешно искать божественной помощи во время кризисов и терять надежду, если не произойдет немедленных изменений, держитесь за божественные обещания. Продолжайте молиться до тех пор, пока Божественное не ответит на ваши просьбы и не поможет вам преодолеть ваши проблемы. Продолжайте молиться до тех пор, пока не станете свидетелем Божественного вмешательства в вашу ситуацию. Поднимите себе настроение этой молитвой: «Небесный Отец, я чувствую близость к тому, чтобы сдаться, особенно перед лицом препятствия, с которым я столкнулся сегодня. Пожалуйста, возроди мой стимул для начала этого, дайте понимание более широкой цели Твоего плана. Пожалуйста, прояви ко мне безграничную милость, всегда направляй меня. Искать Твое лицо, где я смогу собраться с силами, чтобы действовать, обрести надежду продолжать путь и уверенность в том, что чудеса возможны в любой момент и при любых условиях. Аминь». Бывают случаи, когда Божественная сила использует постигшее нас несчастье как ступеньку на пути к великому будущему, которое Он запланировал. Священные Писания заверяют нас, что Он будет использовать даже те обстоятельства, которые противник замышляет во зло, ради нашей пользы. Подготовка – это непрерывный процесс, которым Он руководит. Поэтому мы никогда не должны отвлекать от него свое внимание, несмотря на наше непонимание. Мы должны верить, что, когда мы подчиняемся Ему, Он направляет наши действия. Божественная сила готовит вас, поэтому не тратьте время, пытаясь расшифровать события, если они не разворачиваются так, как вы желаете. Это вызовет у вас ненужный стресс. Вместо этого отдайте его Господу. Божественное уверяет вас, что ваше будущее в Его руках. Ваша вера заверяет вас, что куда бы Он вас ни повел, она должна подготовить вас к получению многочисленных благословений, которые Он ожидает вас в будущем. Он тот, кого вы хвалите, Он, наш Бог, совершивший великие и удивительные чудеса, которым вы были свидетелями своими собственными глазами. Эта божественная любовь может помочь нам преодолеть любые препятствия, и сила чудес является тому подтверждением. Крайне важно признавать божественную руку в нашей повседневной жизни и действия чудесной силы. Молитесь Божественному, когда вы готовы к чудесам, которые помогут вам преодолеть препятствия, с которыми вы сталкиваетесь. Небесный Отец, я приветствую Твою исцеляющую силу в моей жизни
и открываю свое сердце, чтобы принять Твою любовь сегодня, чтобы я мог преодолеть трудности, с которыми сталкиваюсь. Когда кажется, что обстоятельства выходят из-под контроля, легко вернуться к негативным привычкам, таким как жалобы, что приводит к нисходящей спирали пессимизма и безнадежности. Тем не менее, вы можете остановить эту нисходящую спираль, взывая к Божественному от Его имени, подтверждая свое доверие к Нему, несмотря на свои чувства, и выражая благодарность за все. Это может показаться нелогичным или иррациональным, но вы снова начнете подниматься и восстанавливать утраченные позиции. Когда вы вернетесь на твердую почву, вы сможете подойти к своим проблемам с более реалистичным и благодарным отношением, и тогда вы начнете ощущать непостижимый мир Божественного. Выбирайте сверхъестественные реакции, такие как доверие и выражение благодарности Божественному. Будьте благодарны за закрытые двери. Точно так же, как Он сделал это с израильтянами у Красного моря, Он не позволит вам вернуться в рабство, закрыв определенные пути в вашей жизни ради вашего же блага. Когда вы подрастете, ваши последующие годы будут лучше, чем предыдущие. То, где вы сейчас находитесь, это только начало. Божественное вот-вот перенесет вас в следующее измерение. Ваша текущая ситуация может привести вас в уныние, но величие, которое вы испытали до сих пор, это всего лишь предвкушение того, что будет дальше. Прямо сейчас Божество говорит: «Я видел, что они с тобой сделали. Я думал, что это было зло и неправильно. У тебя есть более неотложные дела в королевстве, поэтому воздержись от мести самостоятельно. Благослови их, ибо я отплачу им за их жестокость. Никто не причинит вреда моим детям, не столкнувшись с серьезными последствиями с моей стороны. Расслабьтесь, задушите их своей любовью, помолитесь за них еще раз и позвольте мне делать то, что я должен, когда я должен». У Божества есть великий план, поэтому, даже если одна дверь закроется, вас ждет другая, лучшая. У Него есть план, как вы преодолеете эти испытания и трудности, и выйдете из них более сильным и способным, чем раньше. Так что наберитесь мужества сегодня и с нетерпением ждите будущего, которое Он приготовил для вас. «Я приму тебя, потому что я создал тебя, и ты навсегда мой», заявляет Бог, уверяя нас, что впереди лучшие дни. Вы избавитесь от долгов, увидите улучшение своего здоровья, получите работу своей мечты и встретите свою настоящую любовь. И если вы верите, что Вселенная посылает вам партнера, который удивит вас уважением, верностью, честностью, привязанностью и безусловной любовью, напишите 333. Бог учит нас быть благодарными за то, что мы имеем в настоящее время, чтобы мы могли быть благодарны за то, что еще впереди. Благословение рядом с вами, но те, кто ожидает Господа, обновят свои силы. Они поднимут крылья, как орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не утомятся. Не рискуйте пропустить это видео. Когда вы проснетесь завтра, проверьте свой телефон, потому что этот особенный человек отправит вам любовное послание. Напишите 5555, если вам интересно. Бог говорит, что приблизится к вам, если вы будете делать добро, и добро будет сделано вам. Верьте, и вы будете вознаграждены. Будьте скромными, и вы возвыситесь. Вселенная сделает для вас что-то удивительное. В вашей жизни из ниоткуда появятся многочисленные возможности. Благословения, которые вы получаете, огромны и преобразуют. Бог говорит, что если вы просматриваете это сообщение,
это означает, что вам будет благословлен второй шанс в вашей жизни. Вторая возможность осуществить свои мечты и вторая возможность найти свою настоящую вторую половинку. Вселенная благословит вас тем, кто даст вам все, о чем вы всегда молились и плакали в других. Комментируйте 7,77, если верите в этого Небесного Отца. Бог говорит: «Я твой Бог и буду заботиться о тебе, пока ты жив. Я создал тебя и всегда буду заботиться о тебе. Я помогу тебе и спасу тебя». Дорогой Бог, спасибо, что назвал меня своим ребенком. Спасибо, что никогда не покидал моего поля зрения, и спасибо за еще один день жизни. Бог говорит, что есть место для тебя в доме Отца. Вы избраны, и вы – Дитя Божие. Никогда этого не забывай. Напишите 22:22, если верите. Господь, сегодня я предстаю перед Тобой с полным сердцем. Вы безмерно благословили меня, и вы еще не закончили. Ты заставляешь все работать ради моего блага. Вы собираетесь получить внезапную волну возможностей и благословений, которая разблокирует все ваши негативные блокировки. Ваше имя упоминается в комнатах, куда еще не заходили ваши ноги. Ангелы говорят о вас. Бог сделает что-то невероятное в вашей жизни. Аминь, чтобы подтвердить. С чем бы вы ни столкнулись сейчас, всегда помните, что Господь, ваш Бог, это тот, кто пойдет с вами, чтобы сражаться за вас против ваших врагов и дать вам победу. Поздравляем, Бог услышал ваши молитвы, и теперь вы добьетесь огромных успехов. Ваш банковский баланс вот-вот взорвется и принесет больше богатства, чем вы можете себе представить. Напишите 33, чтобы заявить об этом. Вы плакали и ждали достаточно долго. Я посылаю вам помощь, ответы, исцеление, благословения и чудеса. Вечный Бог – ваше прибежище, и под своими вечными руками Он прогонит ваших врагов перед вами, чтобы уничтожить их. Бог говорит, что сегодня ваш последний день, когда вы плачете и беспокоитесь о любой негативной ситуации. Бог уже решил эту проблему. Если вы видели это видео, значит, следующий человек, которого ждет благословение, это вы. Бог скоро откроет для вас великую дверь. Вы готовы? Напишите 111, если да. «Я знаю, какие у меня планы на тебя», — заявляет Господь, — «они планируют процветать, они причинять тебе вред, планируют дать тебе надежду и будущее». Вселенная убирает токсичность с вашего пути. Деньги приходят к вам. Любовь приближается к тебе. Вы будете счастливее, чем когда-либо. Бог говорит: «Я знаю, что ты, возможно, устал, но неси свой крест за меня». Не только по воскресеньям, но каждый день своей жизни. Для меня, а не для себя, и ты испытаешь множество благословений и чудес. Напишите 888, если верите в это. Иисус однажды сказал, что для людей это невозможно, но для Бога все возможно. Ни о чем не беспокойтесь, вместо этого молитесь обо всем. Скажите Богу, что вам нужно, и поблагодарите Его за все, что Он сделал. Пожалуйста, продолжайте направлять мое сердце на этой неделе. В данный момент голоса в моей голове кажутся громче, чем вера в моем сердце. Я не был бы тем, кем являюсь сегодня, если бы не Божья благодать и милость. Слава Богу, во имя Иисуса молимся мы. Аминь.
Ангелы говорят, что кто-то делает вид, что игнорирует вас, но на самом деле любит и заботится о вас с любовью и вниманием. Они могут бояться быть отвергнутыми и поэтому скрывать свои чувства в сердце. Но если вы присмотритесь, вы увидите проблески их истинных эмоций, несмотря на их попытки скрыть свои чувства. Их сердце бьется для вас и только для вас. Они надеются, что однажды вы признаете их любовь и ответите ей взаимностью, чтобы вместе вы могли построить прекрасную жизнь, полную любви, доверия и счастья. Всегда помните, что врач может спасти вашу жизнь, адвокат может защитить вашу жизнь, солдат может дать вам мирную жизнь, но только Бог может дать вам жизнь с избытком и вечную, как показано в этом видео. Если готовы улыбнуться, напишите «Да», если готовы. Бог хочет взять вас туда, где не был никто из вашей семьи. У Него есть возможности для влияния и благосклонности, как никогда раньше. Подпишитесь на наш канал. Если вы любите Бога, вы бы не читали это, если бы на нашем пути не было чего-то большего и лучшего. Напишите 11:11, если верите в это. Молитесь, пока ваша ситуация не изменится. Чудеса происходят каждый день. Так что не переставайте верить в Божью благодать. Дорогой Господь, спасибо Тебе за сегодняшний день. Я не знаю, что принесет завтрашний день, но я доверяю свою жизнь в Твои руки. Закрытые двери откроются, новые отношения будут достигнуты, цели будут достигнуты, а молитвы будут услышаны. Бог говорит: «Дорогое дитя, я горжусь всем, чего ты достиг». Подумайте обо всем, чего вы достигли до сих пор, и просите у меня все, что вам нужно, и это будет вам дано. Я тебя люблю. Напиши «Я люблю тебя, Боже». Бог утверждает, что Он исправит все ваши ошибки, компенсирует все ваши потери, накормит всех ваших врагов и устранит все ваши препятствия. Погибшие обретут жизнь вечную. Ангелы заявляют, что прямо сейчас к вам приближается чудо. Это чудо достаточно грандиозно, чтобы полностью изменить вашу жизнь к лучшему. Напишите 1212, если вам нужна эта благодать. Благодать – это когда Бог дает нам хорошие вещи, которых мы не заслуживаем, а милость – это когда Бог спасает нас от плохих вещей, которых мы заслуживаем. Бог говорит: «Я знаю о твоей нынешней ситуации. Я благословлю тебя, подниму тебя, дам тебе силы, защитю тебя и утешу тебя. Я собираюсь открыть некоторые важные двери в твоей жизни. Будьте благодарны Богу и перестаньте переживать. Бог знает, с чем вы столкнулись, и обеспечит то, что вам нужно. Напиши «Спасибо, Боже». Бог провозглашает, что март будет месяцем вашего возвращения. Восстановлю ваше здоровье, отношения и финансы. Ваши мечты скоро станут реальностью. Даже молодые устают и утомляются, и молодые спотыкаются и падают, а надеющиеся на Господа обновят свои силы. Мое дорогое дитя, у тебя уже есть победа. Вы победитель и более чем победитель. Бог готовит вас к чему-то чудесному и преобразующему. Напишите 1010, если верите в это. Ни о чем не беспокойтесь, но во всех ситуациях через молитву и прошение с благодарением предъявляйте свои просьбы Богу. Скажите Ему, что я буду вашим кормильцем. У вас есть всемогущий Небесный Отец, который любит вас. Верьте в Меня и знайте, что я выполню данные вам обещания. Иисус говорит: попробуй еще раз.
но на этот раз с Богом. Не думайте слишком много, просто молитесь. Независимо от того, сколько вы об этом думаете, Бог никогда не разочарует вас и не оставит вас в покое. Комментарий: Бог со мной. Бог настолько добр, что Он удивит вас своей добротой. Он собирается открыть дверь, о которой вы молились, так что не сдавайтесь. То, о чем вы просили, уже на пути к вам, и вы получите того, кто изменит вашу жизнь. До конца этого месяца будут чудеса. С вами вот-вот произойдет что-то неожиданное и чудесное. Иисус говорит: «Я устраню от тебя всю тревогу, страх, стресс и боль и наполню твою жизнь моим миром, любовью, исцелением и благословениями». Напишите 222, чтобы потребовать это. Бог говорит: «Сегодня я превращаю вашу боль в силу, ваши страхи в сосредоточенность, а ваши трудности в благословение». Вы находитесь на пороге величайшего прорыва и вашего благородного возвращения. Все голоса, говорящие против вас, вашей судьбы, будьте молчаливы. Вы собираетесь поймать внезапную волну возможностей и благословений, которые проложат вам путь. Будьте терпеливы. Доверьтесь Божьему времени. Ваша романтическая жизнь станет настолько прекрасной, что у вас вырастут крылья, чтобы летать выше, чем когда-либо, и любовь буквально исцелит тебя. Напиши 333, если веришь. Бог говорит: «Приблизьтесь ко мне, и я приблизлюсь к вам». Делайте добро, и добро придет к вам. Имейте веру, и я вознагражу вас. Будьте смиренны, и я вознесу вас. Вера – это когда вы славите Бога в бурю, доверяете Ему в долине и следуете за Ним во тьме. Бог может сделать все, что Он говорит, нам просто нужно верить в Него. Точно так же, как мы не знаем, как формируется ветер или как формируются младенцы в утробе матери, мы не знаем, как действует Бог. Просто доверьтесь Ему, и Он совершит чудеса в вашей жизни. Напишите 555, если доверяете. Бог говорит: «Все у тебя получится». Соответствуй размеру своей мечты и внимательно слушай меня. Я тебя не подведу. До конца марта Бог пошлет тебе огромное благословение, и стрессовая ситуация разрешится. Подходит к концу. Конец близок, и ваш золотой период вот-вот начнется. Бог говорит, что исцеление и восстановление высвобождаются. Ваши лучшие дни продуктивности и процветания уже не за горами. Напишите 777, если вы верите. Господь говорит: продолжайте просить, и это будет вам дано. Продолжайте искать, и вы найдете. Продолжайте стучать, и дверь откроется вам. Я закрою все двери, которые враг открыл в вашей жизни. И открою все хорошие двери, которые были закрыты. Бог говорит: помните, что мои благословения новые каждое утро. Не сдавайтесь из-за плохого дня, вместо этого радуйтесь, потому что завтра будет новый день с новыми благословениями. Напишите 999, чтобы получить благословение. Бог говорит: вы можете быть уставшими, разочарованными и разочарованными, но не сдавайтесь. Я ваш целитель. Я собираюсь открыть двери для вас. Ваша ситуация вот-вот изменится навсегда. У Бога была цель для вашей жизни раньше. У вас был план для себя. Иногда ваши планы терпят неудачу, и цель Бога может восторжествовать. Я благословлю вас сверх слов и решу ваши проблемы.
Не бойтесь. Ваши мечты сбудутся, и ваши благословения умножатся. Прокомментируйте 2222 на комментарий. Претендовать на это. Дорогой Божией, я не понимаю той боли, которую испытываю, но Ты понимаешь. Я молюсь, чтобы Ты дал мне силы бороться. Что-то входит в вашу жизнь, что полностью изменит все в очень позитивном ключе. Вы читаете это не случайно. Это ваше подтверждение того, что все будет хорошо. Бог готовит для вас путь сейчас. Напишите «Да», если вы верите в Божий план. Бог говорит, ничто из того, что случилось с тобой, не помешало моему плану. Возможно, это займет больше времени, чем ожидалось, но я знаю, как привести тебя к твоей судьбе. Знайте, что вы никогда не одиноки. Господь уверяет вас, что Он всегда рядом с вами, сражаясь в ваших битвах и успокаивая каждую бушующую бурю. Он наполняет вашу жизнь своим миром и радостью. Господь заявляет, что если вы видите это означает, что вы скоро будете благословлены вторым шансом в жизни, вторым шансом прожить жизнь, о которой вы всегда мечтали. Не упустите возможность заявить об этом. Напишите 33, чтобы заявить об этом. Срочные новости. Сегодня твой последний день, когда ты плачешь и переживаешь из-за этой ситуации. Господь уже решил это за вас. Если не твоя воля, Господи, выпусти это из моих рук и дай мне покой. Не беспокойтесь об этом больше. Поздравляем, Господь услышал ваши молитвы. Теперь вы добьетесь огромных успехов. Вселенная посылает вам спутника, который удивит вас своей верностью, честностью, привязанностью и безусловной любовью. Напишите 55, если верите. Входите в Его врата с благодарением и во дворы Его с хвалою. Будьте благодарны Ему и благословляйте Его имя. Скажите вслух: «Хотя я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со мной». Вселенная убирает токсичность с вашего пути. К вам придет финансовое процветание, к вам придет любовь, и вы будете счастливее, чем сейчас. Дорогой Господь, помоги мне изменить то, что я не могу изменить, помоги мне принять то, что я потерял, и помоги мне с нетерпением ждать благословений, которые Ты сохранил для меня. Напишите 777, чтобы подтвердить вслух: «Сегодня я получу поток любви, исцеления и изобилия, которого заслуживаю. Вся моя семья будет исцелена, и чудеса будут проявляться, когда я в них нуждаюсь». Ни о чем не беспокойтесь, но в каждой ситуации, через молитву и прошение, с благодарением представляйте свои просьбы Богу. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твою милость. Спасибо за Вашу милость. Спасибо Тебе за все, что Ты для меня сделал и продолжаешь делать. Я так сильно Тебя люблю. Господь, мы благодарим Тебя за множество способов, которыми Ты укрепляешь нас и раскрываешь нам свою жизнь. Мы ценим всю Вашу защиту, а также защиту нашей веры и надежды. Пусть Твой Дух даст нам надежду на эту жизнь и на будущую жизнь. Во имя могущественного Иисуса мы молимся. Аминь. Ангелы говорят, что у вас будут большие проблемы, если вы пропустите это видео и не послушаете срочное послание Бога сейчас. Бог велит быть начеку в течение следующих 5-7 дней, поскольку ваш враг планирует что-то большое, чтобы навредить вам. Они делают все возможное, чтобы вас сбить с толку, потому что хотят, чтобы вы обратились к ним за помощью. Но, дорогое дитя, ты моя любимая.
Я посылаю впереди тебя своих ангелов, чтобы разрушить все планы врага. Защитник сохранит меня от всякого зла и отразит любого врага, который попытается мне навредить. Даже если я пройду через самую темную долину, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Вы и ваша команда меня утешайте. Напишите 11 часов 11 минут, чтобы утвердиться перед Богом. Заявите вслух, что вы легко привлекаете много денег и теперь у вас больше богатства, чем вы когда-либо могли себе представить. Дорогой Бог чудес, спасибо тебе за то, что ты любящий и добрый Бог. Спасибо, что предложили нам прощение и дар новой жизни в вас. Спасибо за твою идеальную любовь, которая никогда не перестает и от которой ничто не может нас разлучить. Бог говорит: «Я открою для тебя двери, которые долгое время были закрыты». Внезапно в твоей жизни произойдут чудеса. Напишите 1515, чтобы заявить о чуде. Поздравляем, в ближайшие 2 месяца Бог пошлет вам чудеса, которые изменят вашу жизнь. Напишите 1212, чтобы получить его. До конца этого месяца Бог принесет вам бесконечные благословения, большие улыбки, финансовые прорывы и большие возможности. Бог говорит, что эти выходные удивят вас так, как вы никогда не ожидали, и ваша жизнь всегда будет наполнена чудесами. Я собираюсь сделать переход, чтобы перегрузить вашу сюжетную линию удачей, чудесами и радостью. Напишите 1010, если вам нужна уверенность в том, что эта новая неделя принесет много счастья, прекрасных моментов, замечательных людей, благословений и результатов, далеко превосходящих обычные. Вы вступаете в сезон, где вас ждут победа за победой и прорыв за прорывом. Первое, что вы получите завтра утром, это чудо, которое изменит вашу жизнь. Не проходите мимо, не попрощавшись. Спасибо тебе за этот день и за ту жизнь, которая у тебя есть. Благодарю тебя, Господь. Поделитесь этим видео с теми, кому оно нужно. Через 3 месяца вы можете оказаться в совершенно другом ментальном, духовном и финансовом пространстве. До конца этого месяца вы вступаете в период неограниченных ответов на молитвы, великих благословений и комнат, помазанных для вас Богом. Бог говорит, что вы скоро станете богатым, успешным, счастливым и здоровым. Да, это я выбрал тебя, чтобы ты стал богаче, здоровее и счастливее. Вы растете умственно, физически, духовно, эмоционально и финансово. Напишите 222, чтобы потребовать это. 2023 год будет полон мира, позитива и хороших новостей. Неожиданные благословения приходят к вам. Вы получите работу, которую хотите, деньги, которые вам нужны, машину, которую желаете, и любовь, которую ищете. Он хочет, чтобы вы беспокоились о том, что будет дальше, чтобы вы не могли наслаждаться тем, что имеете сейчас. Он лжец. Итак, перестаньте беспокоиться, всегда сосредотачивайтесь на Боге и наслаждайтесь каждым днем, который Он вам дал. Когда у меня никого не было, Бог всегда был рядом. Когда я почувствовал, что моя жизнь окончена, Бог вытащил меня из этого отчаяния. Бог со мной. Бог говорит, что в ближайшие 24 часа вы получите большую сумму денег из неизвестных и неожиданных источников. Будьте сильными и смелыми. Не бойся и не отчаивайся, ибо с тобой Господь, Бог твой. Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя. Там, где есть Бог, надежда изобилует, Он постоянно с нами,
и поэтому надежда всегда присутствует. Скажите вслух: «Я распят со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Жизнь, которую я теперь живу во плоти, я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и давшего сам для меня. Если вы верите в это, заявите об этом, написав 333. Следующие 3 дня будут наполнены божественными благословениями, чудесами и прогрессом, и ваши следующие 7 дней будут необычайными. Вы вступаете в сезон, наполненный радостью, любовью и гармонией. Бог обещает сделать для вас невозможное. Готовьтесь к своему благословению, готовьтесь к своему чуду. Если вы готовы к этому, укажите это, написав 555. Сегодня Бог хочет, чтобы вы помнили 3 вещи. Доверьтесь Ему, Он поможет вам в этом сезоне и исправит то, что сломано. Знайте, что Бог уже работает, Он превратит каждую негативную ситуацию в вашей жизни в положительную, благословит вас и вашу семью и исцелит все места, где вы пострадали. Бог даст вам силы, когда вы думаете, что не сможете продолжать. Он даст вам радость, когда вы почувствуете разочарование, и найдет решение, когда все кажется невозможным. Если Даниил мог довериться Богу в львином рве, то и вы можете довериться Богу в своих стрессах и тревогах. Если веришь в Бога, напиши 777. Бог заявляет: «Я открыл для вас дверь, которую никто не сможет закрыть, ничто не может помешать моему плану на вашу жизнь». Возможности постучаться в вашу дверь, ваши долги будут погашены, а ваши счета будут полностью оплачены. Ваши финансы скоро изменятся, и ваша личная жизнь взлетит вверх. Я благословляю так много людей, и когда их жизнь складывается хорошо, они забывают меня. Пожалуйста, не забывайте меня. Я люблю вас и желаю, чтобы вы оставались рядом со мной. Напишите «Я люблю тебя, Бог». Бог велит вам отпустить беспокойство и позволить благословениям течь. Просто поставьте его на первое место в своей жизни и наблюдайте, как он преобразит всю вашу жизнь. Ваш банковский баланс вот-вот взорвется и принесет больше богатства, чем вы можете себе представить. «Я буду твоим Богом навсегда, я создал тебя, я буду заботиться о тебе, я буду нести тебя и спасать тебя». Напиши «Иисус, мой Спаситель». Вот 6 посланий от Бога для вас сегодня. 1. Вы будете процветать. 2. Вы снова улыбнетесь. 3. Ваша буря закончилась. 4. Ты обретешь покой во мне. 5. Ты прощен. 6. Со мной ты в безопасности. Говорят, что изобилие денег и настоящая любовь придут к вам в нужный момент, без каких-либо усилий с вашей стороны. Бог скоро восстановит твое здоровье. В марте, апреле и мае чудеса, благословения и хорошие новости будут изобиловать вашими отношениями и финансами. Иисус заявляет: «Завтра наступит тот день, когда я принесу вам удивительное благословение. Я сделаю для вас невозможное». Если ты веришь в Иисуса, напиши 999. Бог провозглашает: «Я пришел в мир как свет, чтобы никто из верующих в Меня не оставался во тьме. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Я заявляю, что благословлю вам и вашей семье духовного и финансового роста, и я уберу всю вашу боль, печаль, переживания, проблемы, трудности и тревоги и заменю их счастьем, здоровьем, миром, любовью и благословениями. Напишите 2222, если вам это нужно.
Бог обещает: «Я отплачу вам за годы, которые враг украл у вас, за годы, которые вы провели в одиночестве, и за годы, когда с вами плохо обращались. Я пошлю вам людей, ресурсы и финансы, о которых вы даже не догадывались. Я назначил ангелов, чтобы помочь и защитить вас и вашу семью. Я утрою ваши благословения на этой неделе». Не пытайтесь понять это самостоятельно. Слушайте мой голос во всем, что вы делаете, куда бы вы ни пошли. Напишите 33, 33, если вы верите в меня. Дитя мое, знай, что поощрение и благословение исходят от меня. То, что я вам обещаю, никто не сможет заблокировать или разрушить. Подождите, пока ваша ситуация изменится. Чудеса случаются каждый день, поэтому никогда не сдавайтесь, потому что я могу очень быстро изменить что-то в вашей жизни. Отдайте свои заботы, проблемы, страхи, и я укреплю вас, направлю вас, дам видение и ясность. Иисус сказал: «Любой, кто слушает мои учения и следует им, мудр, как человек, строящий дом на твердой скале». Иисус – Господь. Небесный Отец, пожалуйста, помоги мне обрести покой под Твоим руководством и в Твоем присутствии. Я хочу спасибо за все то, что Ты делаешь, чего я никогда не увижу. Спасибо за то, что помогаешь мне проживать каждый день безопасно, гарантируя, что моя семья защищена, и за многие другие бесчисленные благословения. Спасибо за то, что Ты создал и любишь меня достаточно, чтобы послать Иисуса умри за меня, чтобы мои грехи могли быть прощены. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Ангелы говорят: ты вдруг встретишь нужных людей, твое здоровье улучшится, двери, которые были закрыты, теперь откроются, и твои молитвы будут услышаны. Бог говорит: я даю вечное счастье. Если ты устал чувствовать себя безнадежным, потерянным и грустным, приди ко мне. Я благословлю тебя и твою семью. Я люблю тебя. Поставь лайк этому видео, если ты любишь Бога. Дорогой Бог, я хочу поблагодарить Тебя за все, что Ты делаешь, а я никогда не видел. Помоги мне пережить каждый день благополучно, защити мою семью и за все Твои бесчисленные благословения. Напиши «Спасибо, Боже». Если вы читаете это, вы собираетесь получить большое количество богатства в течение 24 часов. Не рискуйте пропустить это. Если вы хотите добиться финансового успеха и повысить уверенность в себе, перейдите по ссылке в комментариях ниже. Создайте сознание миллионера сегодня и измените свою жизнь. На этой неделе с вами произойдет какое-то чудо. Вы проявите то, чего так долго ждали. Приготовьтесь принять его с верой и благодарностью. Напишите 11 и 11, если готовы. Бог говорит: я изменю каждую негативную ситуацию в вашей жизни, благословлю вас и вашу семью и исцелю все ваши боли. Я убираю токсичность из вашей жизни. Бог говорит, что я исправлю каждую ошибку, компенсирую каждую потерю, победю каждого врага и устрани все препятствия. Моя благосклонность к тебе. Напиши 1212, если тебе это нужно. Господь, я верю, что Ты Сын Божий, который умер на кресте, чтобы спасти меня от греха и смерти и вернуть меня Отцу. Я решил следовать за Тобой. Отделив себя теперь от своих грехов, своего эгоизма и всего, что не нравится Тебе в моей жизни, я выбираю Тебя. Я сдаюсь Тебе, принимаю Твое прощение и прошу Тебя занять свое законное место в моей жизни как моего Спасителя и Господина.
Введите «Аминь», чтобы подтвердить это. Бог заявляет, что вы находитесь на грани перехода от подавленности к наполнению благословениями. Ваше повествование смещается в сторону удачи и везения. Верьте в невидимое, верьте больше, чем сомневаетесь, и вступите в новый сезон благословений. Ни о чем не беспокойтесь, вместо этого попрощайтесь с тем, что вам нужно, и поблагодарите Его за все, что Он сделал. Бог говорит, что жизнь преподнесет тебе разные вещи, они могут запятнать вас, но они не уничтожат вас. Я с тобой, и я никогда не позволю ничему разрушить тебя. Ты мой ребенок, и я люблю тебя. Напиши: «Я люблю тебя, Боже». Иисус говорит: «Я свет миру». Тот, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Бог просто хотел сказать вам, что вы невероятные люди и что у вас все получится, потому что вы заслуживаете прекрасной жизни без забот. До этих выходных ваша жизнь будет наполнена таким количеством благословений, что вы оставите свои заботы позади. Вы научитесь наслаждаться жизнью и проявлять для себя лучшее. Вы готовы? Напишите 10-10, если да. В конце месяца вы получите прекрасную возможность. Прямо сейчас вас ждет что-то неожиданное и удивительное. Поздравляем, на этой неделе вы получите хорошие новости. Вселенная меняет все ситуации вокруг вас, и вы вступаете в новый сезон благословений. Бог говорит, что Он удивит вас изобилием. Вы начнете получать богатство, здоровье и процветание. Напишите 222, чтобы потребовать это. В следующем месяце с вами произойдет чудо. Это будет самое значительное изменение, которое вы когда-либо испытывали. Сегодня твой счастливый день. Это не совпадение, ваша жизнь вот-вот изменится, и великие благословения уже близко. Сегодня вечером то, что истощало вас годами, вот-вот исчезнет. Итак, ожидайте значительных перемен в своей жизни. В каждой семье есть кто-то, кто разрывает цепочку жизни от зарплаты до зарплаты. Какой бы плохой ни казалась ваша жизнь, есть миллионы людей, чья жизнь в 10 раз хуже вашей. Поэтому всегда благодарите Бога за все ваши благословения, большие и маленькие. Вскоре кто-то будет относиться к вам так, будто вы лучшее существо на свете. Бог говорит: «Я помогал тебе раньше, будьте уверены, я помогу вам сейчас». Я всегда буду здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе вашей жизни. Напишите: «Бог со мной». Ваше имя упоминается в комнатах, куда еще не заходили ваши ноги. Бог сделает что-то невероятное в вашей жизни. Вы даже не представляете, какое благословение ожидает вас. Благодаря такой последовательности буквально настало ваше время получить все, о чем вы молились. Впереди много откровений и благословений. Продолжайте верить, продолжайте молиться и наблюдайте, как ваша жизнь улучшается. Ангелы говорят, что прямо сейчас к вам приближается чудо. Чудо достаточно велико, чтобы изменить всю вашу жизнь. Напишите 555, чтобы потребовать это. Через 3 дня ты ясно поймешь, что задержка твоего плана была защитой Божией. Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты перестал быть негативным, перестал недооценивать себя и перестал принижать себя. Я создал тебя, и ты чемпион. Очень скоро вас повысят на очень подходящее для вас место. Вы испытаете столько счастья, что все вокруг вас наполнятся радостью и верой.
Напишите 777, если вам это нужно. Бог говорит, что это ваш сезон побед, больше никаких потерь, долгов и разочарований. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Матфея 11 часов 28 минут. Вы снова будете смеяться, снова доверять и снова любить. Я верну все, что украл у тебя твой враг. Бог говорит, что очень скоро вы будете сидеть в своей новой машине перед своим новым домом и восхищаться своим шестизначным банковским счетом. Напишите 999, чтобы подтвердить: «Я пришел для того, чтобы вы могли иметь жизнь и наслаждаться ею, и иметь ее в изобилии, пока она не переполнится». Эта неделя принесет великие чудеса, захватывающие новости, большие прорывы и еще большие благословения. Напишите 2222, если верите в это. Бог говорит: «Дорогое дитя, я открываю дверь, которую ни один человек не сможет закрыть. Я не забыл тебя. Я слышал все твои молитвы и видел все твои слезы. Всегда помните, эти деньги временны, дом временен, машина временна, карьера временна, но только Бог вечен». Ангелы постоянно наблюдают за вами и понимают, что это поворотный момент для вас. В ваших финансах, отношениях, карьере и здоровье произойдут значительные позитивные изменения. Когда ты почувствуешь разочарование, я подарю тебе радость. Я проложу путь, когда все кажется невозможным. Напишите 5555, если верите в Бога. Новый путь вот-вот откроется для вас. Проблемы, с которыми вы столкнулись, скоро закончатся. Верьте в Бога, потому что вы собираетесь получить внезапную волну возможностей и благословений, которые проложат вам путь. Если вы читаете это, вы вступаете в фазу, когда проявляются ваши лучшие дни. До конца этого года вы продвинетесь в жизни на 5 лет вперед. Ваша жизнь улучшается гораздо больше, чем вы можете себе представить. Я удивлю тебя своим добром. То, что ты думал, что никогда не произойдет, вдруг произойдет. Господь Иисус, я предстаю перед Тобой таким, какой я есть. Я очень сожалею о своих грехах. Я каюсь в своих грехах, пожалуйста, прости меня. От Твоего имени я прощаю всех остальных за то, что они со мной сделали. Я отрекаюсь от злых духов и всех их дел. Я полностью отдаюсь Тебе, Господь Иисус, ныне и навсегда. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Бог говорит: «Мое дорогое дитя, это видео – знак Твоих ангелов, что скоро ты будешь праздновать что-то действительно особенное». Поставьте лайк этому видео, если верите в Бога. Божественное намерено использовать каждую трудность, с которой вы сталкиваетесь, как ступеньку к победе, которую Он приготовил для вас. Тяжелое воспитание не является оправданием того, кем человек становится, и я не считаю, что кого-либо следует освобождать от ответственности за свои действия. Я не думаю, что справедливо игнорировать чьи-то трудности только потому, что они продолжают жить своей жизнью, а не застревают в грязи. Боже, пожалуйста, даруй мне терпение. Научи меня любить других, как Ты показал мне огромную любовь и прощение. Пожалуйста, помоги мне ответить им взаимностью. Пожалуйста, научи меня, как эффективно указывать на правду, когда мои друзья сбиваются с пути. Помогите, я нахожу нужные слова, направляя меня в духе. Удерживай меня от использования истины в своих целях. Богу слава за Его любовь. Силой Святого Духа я молюсь.
Аминь. Если вы готовы, подтвердите свою готовность, нажав кнопку «Да» и поделитесь этим сообщением с 5 верующими. Если вам нравится наш контент и вы хотите выразить свою поддержку, подпишитесь на наш канал и включите колокольчики.